Ассаламу алейкум. Приветствую зрителей программы «Неделя». В студии Ислам Ершов. Я и мои коллеги расскажем о самых заметных событиях в регионе и не только. И вначале коротко о главном. В Грозном открылся новый командно-диспетчерский пункт международного аэропорта Грозный имени Ахмата Хаджи Кадырова. На мероприятии присутствовал и глава региона. Вот такой системы, как у нас, нигде в России больше нету. Грозный развивается семимильными шагами. По значимым стройплощадкам столицы глава республики совершил инспекцию. В стенах ЧГТРК Грозный отпраздновали Всемирный день телевидения. Здесь прошло и награждение особо отличившихся работников СМИ. Среди них и сотрудники телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова. В Чеченской Республике состоялось открытие нового командно-диспетчерского пункта международного аэропорта Грозный имени Ахмата Хаджи Кадырова. Мероприятие посетил глава региона, а в режиме прямого включения к церемонии присоединился и председатель правительства России Михаил Мишустин. Подробности в сюжете Лианы Хаджиевой. Архитектурный облик командно-диспетчерского пункта представлен с элементами чеченской символики. Сама конструкция выполнена в форме полумесяца. Благодаря наличию в большом объеме стекла и алюминия сооружение кажется легким, открытым и просторным. На торжественное открытие командно-диспетчерского пункта международного аэропорта Грозный имени Ахмата Хаджи Кадырова прибыл глава региона вместе с соратниками. Генеральный директор Госкорпорации по организации воздушного движения России Андрей Булин лично провел экскурсию лидеру субъекта. 2 года строили данную вышку. Вышка 52 метра высотой, самая высокая вышка в Южном и Северокавказском федеральных округах. На уровне 10-го этажа находится диспетчерский зал, который управляет нашим движением. Затем глава региона вместе с Андреем Булиным разрезали красную ленту. Новый командно-диспетчерский пункт Госкорпорации по организации воздушного движения открыт. Добро пожаловать! В режиме прямого включения в мероприятие принял участие председатель правительства России Михаил Мишустин. В рамках телемоста представлены сразу 3 крупных инфраструктурных объекта в разных регионах страны, одним из которых стал новый командно-диспетчерский пункт в Грозном. Но в первую очередь хочу вас всех поздравить с этим замечательным событием. Открытие воздушных гаваней в крупнейших городах страны – это знаменательное событие для всех россиян и, конечно, для жителей, для всех, кто на сегодняшний день либо будет путешествовать туда, либо живет, либо как-то соприкоснется с нашими замечательными городами. Грозный становится важнейшим транспортным узлом всего Кавказа. Соответственно, в Ижевске на сегодня, когда в 7 раз растет, так сказать, пассажиропоток, решатся огромные проблемы, связанные с транспортной доступностью. Мишустин поблагодарил строителей и коллектива аэропорта за проделанную работу и подчеркнул значимость объекта для развития транспортной системы всего Северо-Кавказского региона. После он дал старт работе нового командно-диспетчерского пункта. Михаил Владимирович, разрешите ввести в эксплуатацию объекты транспортной инфраструктуры? Спасибо, разрешаю. Вышка высотой 52 метра соответствует современным требованиям безопасности и обеспечивает полный обзор летного поля. Рамзан Хаджи Кадыров отметил высокое качество выполненных работ. Устроено по принципу больше информации на монитор диспетчера. Если раньше диспетчеру приходилось получать информацию из разных источников, скажем, метео, водоотдок источники, там запреты, ограничения на другом, сейчас все выведено сюда, и это очень сильно облегчает труд диспетчера. Вот такой системы, как у нас, нигде в России больше нету. Командно-диспетчерский пункт значительно повысит пропускную способность воздушной гавани и укрепит роль республики как важного транспортного узла Северного Кавказа. Объект обеспечит безопасность пассажиров и воздушных судов, а также улучшит взаимодействие с экипажами при взлете и посадке. Лиана Хаджиева, Сейд Эмин Ибрагимов, Мансур Исмаилов. Неделя. Глава региона совершил ряд важных инспекций по стройплощадкам Грозного. Его сопровождал мэр столицы Хасмагомед Кадыров. Они посетили правительственный комплекс, где возводится Конгресс-холл, а также побывали на территории нового района имени Владимира Путина. Детали проверки смотрите далее.
На территории нового правительственного комплекса продолжается возведение Конгресс-холла. Как утверждает глава региона, это один из наиболее значимых объектов. Он предусматривает наличие 2 крупных залов, способных вместить более 5000 человек. Бетонные железные конструкции собратина, чуахли еще мебель, оборудование, самый современный он, заказать охотный срок завершить на мировом уровне мероприятий, что провести еще аналоги России, более 5000 человек одновременно мероприятие еще шли. Следующим объектом инспекции стал новый район имени Владимира Путина. Здесь возводится огромный парк, на территории которого появится уникальный фонтан площадью около 10 000 квадратных метров. Парк заказать материал. Одновременно парк второй лицевой кичи, фонтан Окая, до Кодомбери, посадить еще выбрать оболина, IT-школу, обычную школу, детский садик. Вторая линия строится активными темпами. Возводятся железобетонные каркасы будущих домов. Вместе с этим ведется подготовка к внешним отделочным работам. Амалар ирнаше цайтажуч бог набешму дола гушега примерно образец посадует изу издатушец я бол бешмуш так дола дол междик радочду юпайл церковь дайонен тут яше бол бешмуш шеге охотину срокцита она дабючку бог ца техники для материал для беловошца а проблемы шумдать. На первой линии коммерции не осталось, а вот квартиры распроданы на 95%. Квартиры швидше. Первая линия коммерции 100% лайваканю, квартиры 95% лайваканю. Общий массу домаш халатча 155 долларов, я хард это доллар, корши датценс. Глава региона остался доволен увиденным. Он уверен, что возводимые объекты станут важной частью городской среды. Ислам Иршав и Ибрагим Батаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Неделя». В Чеченской Республике отметили Всемирный день телевидения. С праздником работников СМИ поздравил помощник главы региона, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он вручил отличившимся журналистам награды от главы Чеченской Республики и почетные грамоты. В числе награжденных и мои коллеги, сотрудники телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова. Сюжет Висхана Закриева. Поздравить журналистов с профессиональным праздником прибыли помощник главы региона, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации и руководители телекомпаний. Ахмед Дудаев отметил особую роль работников СМИ в современном мире, когда помимо оперативного освещения событий, им приходится противостоять различным провокациям и информационным бросам. Всемирный день телевидения телевидение белш бечные беду профессиональный праздник. В республике телевидению банчка белш бешнах бу, белш дик беш бу. Тундела война яхкам бош чусане вошка. Это в первую очередь войма сердцерхов был делдула. Войка телевидение белш беш был. Вой белана осты. В общем журналистском сообществе белш беш войма белана осты церха войду хера. После поздравления наградили отличившихся журналистов. Высшую награду за заслуги перед республикой получили главный режиссер тематических программ ЧГТРК Грозный Магомед Дутаев и заместитель начальника службы филиала ГТРК «Войнах» Джамбул Шемелев. Почетного звания заслуженный журналист Чеченской Республики удостоенный ведущий специалист отдела издательства ТРК «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Арби Илесов, заместитель начальника службы программ ГТРК «Войнах» Мария Королева и специальный корреспондент ЧГТРК Грозный Валентина Савельева. Я не ожидала, это безумно приятно, что мою работу оценили на таком высоком уровне, и это дополнительный стимул, чтобы стараться делать все еще лучше, работать еще больше и стараться на благо нашей республики.
Ряд сотрудников телекомпании был отмечен грамотами и благодарственными письмами главы региона. Среди них работники ТРК «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова, Беслан Аурбиев, Килаб Эжиев, Исан Ваппи, Майрбек Заитов и Валид Хадисов. Почетной грамотой министерства отмечен режиссер монтажа тематических программ Асхаб Керимов. آخر جو سونده زل غیت با دیگونش خیلی جو این بیش جولا خیلی توس خوش جو باقت اتعور بود دال مولا باق بیر بوی دال ساویل هرمل دیلولما دال ساویل دال شید دال رمضان دال دخوا واویل. В Чеченской Республике работают 3 телерадиокомпании: ЧГТРК «Грозный», КТРК «Войнах» и ТРК «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова. Они каждый день доносят до зрителей актуальную и достоверную информацию. ТРК «Путь» начало свое вещание 23 августа 2007 года. 12 лет назад телерадиокомпания стала единственным исламским региональным телеканалом, получившим лицензию на всероссийское вещание. Ежедневно журналисты трудятся над информационными, аналитическими и образовательными программами. Также в числе лидеров по производству медиаконтента являются телерадиокомпании «Грозный» и «Войнах». Помимо ежедневных передач, здесь идут работы над документальными фильмами и ток-шоу. Висхан Закриев, Юсуп Эжиев, «Неделя». 35 лет религиозно-просветительской деятельности. Газета «Зори Ислама» отметила свой юбилей. Торжественное мероприятие прошло в стенах ЧГТРК «Грозный» и собрало почетных гостей, таких как председатель Совета алимов Республики СКФО Хожа Ахмед Хаджи Кадыров, помощник главы региона, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев и другие. Религиозно-просветительская газета «Зори Ислама», основанная 6 ноября 1990 года, стала первым религиозным изданием в СССР. В условиях ограничений на свободу вероисповедания она предоставила мусульманам возможность открыто обсуждать важные вопросы. Сегодня газета отмечает 35 лет трудовой деятельности. В торжественном мероприятии принимают участие председатель Совета алимов Республик СКФО Хожа Ахмед Хаджи Кадыров и помощник главы региона, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он поздравил коллектив с праздником и пожелал дальнейших успехов. Газета, она начала свой путь благодаря инициативе, личному мужеству, благодаря твердой гражданской позиции уважаемого Масуда Заурбекова, который с тех пор руководит этим учреждением. Позже, как опять же было сказано в видеоролике, эту газету поддержал в 2004 году как мудрый политик, как истинно верующий наш первый президент, герой России Ахмат Хаджи Кадыров, который оставил свою резолюцию, что газета она должна быть. И эту резолюцию реализовал глава республики Рамзан Начи. За эти 35 лет газета она вносит неоценимый вклад в дело духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Хожа Ахмед Хаджи Кадыров отметил высокую роль газеты в духовно-нравственном воспитании общества и рассказал о ее становлении. مسعود دول ولا الشيخ أرشاد دح أرشي جزيت كركات شيرة ولا بعض يتي هريال سنختيشة كل شيء لا خالدرش إديش درش خوناتيش خالدرش دح ريوق إديرية. После прошла церемония награждения. За многолетний труд, вклад в развитие религиозно-просветительской деятельности газеты «Зори Ислама» благодарственное письмо Миннацинформ передали Хожа Ахмеду Хаджи Кадырову. Медалью памяти Ахмад Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики, награжден исполнительный директор газеты Масхуд Заурбеков. Почетное звание «Заслуженный журналист Чеченской Республики» присвоено главному редактору Фариде Заурбековой. А благодарственное письмо главы региона вручили бухгалтеру Милане Жабраиловой. Также почетные грамоты министерства получили ряд сотрудников редакции. Сегодня я действительно очень рада, что наше вышестоящее руководство оценило столь большой наградой, для меня неожиданной наградой, скажу вам честно, заслуженный журналист Чеченской Республики. Это действительно большое для меня призвание. Скажу спасибо, хочу поблагодарить героя России, главу Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Об истории создания газеты рассказал ее основатель и первый главный редактор Масхуд Заурбеков.
أساتح جزيت قولش لي نجا دق دواصل دقوال متج يش كان يربع إيش درا واسر باش دقوالا قال له أدق كردت لا سون جزيت نا سود يعطقسون نا وصل دي دق نا داش خزيش بش سمبولش بر حيوخ رداكتي يوخ كيرش صدوق كبال رداكتيس عدوش زمن شو تون باش دري سو مسكو داويش تون غوتخش دوز حقيقة كيرش تون بركلش بور ديدريز ورجزت حدين جونيتن مسعودن موس ديدريز يجزت ديش خلشن هинзи يجزت ديش شن. Завершилось мероприятие коллективным дуа под руководством Хожи Ахмеда Хаджи Кадырова. Хава Айдемирова, Сайдеми Ибрагимова. В Управлении Федеральной службы исполнения наказания России по Чеченской Республике прошла встреча начальника управления Ахмеда Адаева с руководящим составом местных телерадиокомпаний. В своей речи он выразил благодарность представителям СМИ за системную работу и постоянное освещение деятельности ведомства. Затем перед собравшимися выступил советник главы региона, директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов. Он отметил, что сотрудничество с УФСИН строится на доверии и взаимной поддержке и выразил благодарность за высокую оценку работы журналистов. Rydnish sääni jo jukmetti jolshuut akwa din urkhali sääni jukmetti jolshu way aidal aqa way din urkhalla way deshnakh mas watsaniya sabart bolusha khoniq eha qahyoks busha beregi masara merlilosh terib Allah dal shay dakhloila daligan biqam boylar. После прошла церемония награждения. Медали за большой вклад и активное взаимодействие с управлением вручили руководителям республиканских телерадиокомпаний. Благодарственными письмами наградили и заместители директоров. Среди них заместители директора телерадиокомпании «Путь» Магомед Керимов и Комета Сулейманова. Сегодня на территории УФСИН России по Чеченской Республике в преддверии Всемирного дня телевидения пригласил коллег из разных радио, телевидений. Хотел сказать и поблагодарить за такое большое взаимодействие, которое оказывает его. Еще раз поздравляю с вашим профессиональным праздником. Очень приятно, что нашу работу видят, ценят и вот на таком высоком уровне делают награды. Хотелось бы поздравить всех коллег с Днем телевидения, поблагодарить всех причастных. В селе Дышня-Ведено состоялось открытие новой мечети на 300 прихожан. В церемонии приняли участие почетные гости, среди которых заместитель муфтия региона Арби Джафаров и глава Веденского муниципального района Турпал-Али Абдулазизов. Детали в выпуске. На торжественную церемонию открытия новой святыни собрались старейшины, богословы и жители села. Среди почетных гостей заместитель муфтия Чеченской Республики Арби Джафаров, глава Веденского района Турпал-Али Абдулазизов и начальник ОМВД по району Абубакар Башигов. تهنلير ويمحك دا رمزها حاجة شين يخيخ واتينا يرتغن ينخشي شوي فرغت يحقن زعاشة يرى ويباتش حلقية ميرا ويتيرورизм أوشل دولشو После официальной части гости и жители осмотрели святыню. Затем собравшиеся прочитали мавлид и совершили религиозный обряд зикр. Они сделали дуа, прося Всевышнего прощения и милости для всех мусульман. В завершение всем гостям раздали мясо и продуктовые наборы. Мечеть построена в современном стиле и рассчитана на 300 человек. Назвали святыню в честь Зелимхана Батукаева, бойца, погибшего в ходе специальной военной операции. Зелимхан Батукаев – это человек, который посвятил свою жизнь ради спасения нашего народа, ради защиты интересов мусульман и всего российского сообщества народа. Зелимхан Батукаев оставил значительный след в истории Чеченской Республики. Мечеть станет не только духовным центром, но и постоянным напоминанием о самоотверженности героя и его служению Родине. Лиана Хаджиева, Сейд Эмин Ибрагимов, Турпал Алханов, Неделя.
С наступлением холодов вопрос защиты бездомных животных становится особенно актуальным. В приютах Грозного содержатся сотни кошек и собак, нуждающихся в помощи. В Чеченской Республике продолжается акция «Помоги коту пережить зиму», запущенная по инициативе руководителя проекта Women in Islam Хутмат Кадыровой. Благодаря акции животные получают возможность пережить холодный период в тепле и безопасности. Осень близится к завершению. Наступает сезон холодов. Особенно уязвимы в этот период оказываются бездомные животные. Приюты Грозного переполнены, и многие кошки и собаки нуждаются в тепле, уходе и лечении. Поддержку им оказывает акция «Помоги коту пережить зиму», организованная руководителем проекта Women in Islam Хутмат Кадыровой. Инициативу поддерживают сотрудники госучреждений, студенты, школьники и волонтеры. Финансирование необходимых расходов обеспечивает региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Это не разовая акция и не первая. Хутмат Рамзановна помогает животным не просто раз в год, а на постоянной основе. И акцию эту решила запустить, потому что наступают холода. И здесь речь идет не просто о приютах больших и маленьких, а в общем о всех бездомных животных. Мы понимаем, что волонтерам тяжело, что им всегда нужна помощь, поддержка, мы готовы помочь и помогаем. И все в республике настолько, насколько это возможно, оказывают эту помощь. Хочется поблагодарить всех, кто уже принял участие в акции и собирается это сделать. Особенно хотелось бы обратиться к тем, кто еще не успел, но хотел бы помочь. У нас очень много есть маленьких приютов, в которых содержится, допустим, 20, 30, 50 кошек. У них не громкие названия, у них нет каких-то огромных аккаунтов в соцсетях, но у нас под постом, где мы призываем людей к акции, в комментариях эти приюты, они отмечаются и просят также о помощи. Благотворительная акция Хутмат Кадыровой стремительно набирает популярность в социальных сетях. Все больше желающих присоединяются к помощи бездомным животным, поддерживая инициативу и расширяя масштабы добрых дел. Одним из объектов поддержки стал центр Зама. Здесь содержится более 80 кошек, многие с травмами и тяжелыми заболеваниями. При содействии фонда созданы условия для их зимовки. Оборудованы теплые помещения, обеспечено полноценное питание и необходимое лечение. Я хочу поблагодарить Хутмат Рамзановну за то, что она начала такую акцию. Для нас это очень большая помощь, так как начинаются холодные времена, зима, и животным на улице очень сложно приходится в таких условиях. Я также призываю всех людей подкармливать на улице животных. Также я хотела бы поблагодарить региональный фонд Ахмата Хаджи Кадырова за оплату долгов в клинике, за то, что они привезли нам корма и тем самым обеспечили на несколько месяцев нам корм. Заботу получают и собаки. В приюте Хатико размещаются десятки животных разных пород. В рамках акции первый заместитель руководителя территориального фонда обязательного медицинского страхования Чеченской Республики Ломали Садулаев забрал к себе пострадавшую кошку по кличке Мася, став одним из участников доброй инициативы. Животные, это, наверное, я всегда как-то сравниваю, всегда говорят, нужно относиться к животному так, как бы ты относился к другому человеку. И для меня, в общем, все животные – это самая уязвимая, наверное, часть населения нашей планеты. Каждого, кто принял участие в этом, искренние слова благодарности от лица всех волонтеров, потому что без внимания не оставили ни одного волонтера. Но эти акции для нас спасение. Приют «Надежда на жизнь» работает с 2015 года. Здесь содержится около 250 собак и свыше 80 кошек. Волонтеры отмечают высокий интерес жителей республики и соседних регионов именно к кошкам, тогда как разместить собаку гораздо сложнее. Это создает проблему нехватки места для новых питомцев. Кошек мы пристраиваем, отправляем в регионы, в Питер, в Москву, но с собаками немного сложнее. Их, к сожалению, здесь не берут, и в регионы тоже мы их отправлять не можем. Принять участие в акции «Помоги коту пережить зиму» может любой желающий. Поддержка даже одного человека позволяет животным встретить холодный сезон в тепле, безопасности и заботе. Висхан Закриев, Адам Арсанукаев, Ибрагим Батаев. Неделя. Активисты в Берлине поддержали Палестину, в то время как в Москве открылась выставка «Шедевры исламского искусства». Об этих и других не менее интересных новостях из мира мусульман расскажет моя коллега.
Власти Ирана, которые переживают самую сухую осень за последние 50 лет, приняли решение провести химический засев облаков с целью искусственного вызова дождя. Эта мера стала вынужденной необходимостью после того, как в Иране пересохло крупнейшее в стране озеро Урмия, а два густонаселенных города Тегеран и Мешхед столкнулись с дефицитом воды и ограничениями водоснабжения. Метод засева облаков основан на вспрыскивании в облачной массы специальных реагентов, таких как иодид, серебро или калий. Их распыляют с самолетов или земли, что ускоряет конденсацию водяного пара и стимулирует выпадение осадков. Этот метод практически сразу дал положительный эффект. В нескольких городах Ирана пошли дожди. Турист из Новой Зеландии принял ислам во время путешествия по Афганистану. 63-летний Давид решил сменить религию после визита в мечеть города Кандагар, где находится плащ, по преданию принадлежавший пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Став мусульманином, он взял себе имя Азам Давуд. Как отмечает Турпром, поток туристов в Афганистан неуклонно растет. Если в 2021 году страну посетило менее 700 человек, то по данным на 2024 год эта цифра превысила 9 тысяч. В Берлине активисты вывесили баннер с лозунгом в поддержку Палестины на знаменитых Бранденбургских воротах. Они оделись в рабочую форму, арендовали подъемник и на глазах у туристов развесили плакат с надписью «Геноцид никогда больше, свободу Палестине». Позднее участники акции были задержаны, они отказались покидать подъемник, однако полицейские разбили стекла и с силой вывели мужчин. Задержанным предъявлены обвинения в незаконном проникновении на объект и нарушении общественного порядка. В Москве открылась выставка «Шедевры исламского искусства». Посетители могут увидеть около сотни произведений из керамики, металла, дерева, ткани, а также рукописи и предметы декоративно-прикладного искусства. На экспозиции представлены работы мусульманских мастеров из Ирана, Турции, Индии, Китая, Центральной Азии, а также России и многих других арабских стран. Выставка не только демонстрирует красоту исламского искусства, но и призывает задуматься о том, что лежит в его основе – божественное откровение. Для подготовки мероприятия Музей Востока провел большую научно-исследовательскую работу. Многие экспонаты были отреставрированы, а арабские каллиграфии переведены на русский язык, чтобы каждый посетитель мог понять их смысл. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в наших социальных сетях. В секторе Газа завершены работы по восстановлению мечети, которая теперь будет носить имя первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Святыня, ранее разрушенная в ходе военных действий, вновь откроет свои двери для верующих благодаря региональному общественному фонду имени первого президента Чеченской Республики. Жители выразили глубокую признательность чеченскому народу и лично главе региона за этот жест. Мир вам и милость Аллаха и Его благословение. Поистине, мечети Аллаха оживляют лишь те, кто уверовал в Аллаха и в судный день совершает молитву, выплачивает закят и боится только Аллаха. Возможно, они и будут среди тех, кто следует прямым путем. С именем Аллаха и с благословения Аллаха мы открываем с Его позволения проект по восстановлению этой великой мечети имени Ахмата Хаджи Кадырова, отца главы Чеченской Республики. Эта мечеть, с дозволения Всевышнего Аллаха, уже через несколько дней будет наполнена молящимися. Совсем недавно школа дизайна «Фердаус» отпраздновала 12-летний юбилей. Юные девушки обучаются моделированию одежды, технологии пошива, работе с швейным оборудованием и многому другому. Под чутким надзором профессиональных преподавателей ученицы нарабатывают необходимый опыт. Подробнее смотрите в сюжете. Уже более 12 лет школа дизайна «Фердаус» готовит специалистов в сфере моды и пошива одежды. Обучение длится ровно год. За это время девушки осваивают программу закройщика, получая драгоценный опыт. По окончанию нашей школы они становятся у нас закройщиками, модельерами, и они должны уметь правильно снять мерки, правильно построить чертеж. На базе вот этой основы строятся все платья, которые с точными рукавами. То есть в конечном итоге они должны научиться моделировать любой фасон. Школа создана с целью научить подрастающее поколение соединять современную одежду с национальными мотивами. Опытные учителя помогают будущим дизайнерам и модельерам творчески и комплексно подходить к созданию наряда. Занятия включают основы конструирования, моделирования одежды, материаловедения,
технология пошива, работу с швейным оборудованием, фэшн-иллюстрацию и стилистику и дизайн. Обучение проходит в творческой и профессиональной атмосфере под чутким руководством опытных педагогов. Мы готовим не просто швей для производства, а дизайнеров, модельеров, творческих личностей, которые умеют мыслить широко и бережно относиться к культуре своего народа. Материально-техническая база школы оснащена по последним технологиям. Именно здесь каждая ученица проходит свой путь от идеи до готового изделия. По итогу выпускницы смогут продолжить свою деятельность в модном доме «Фирдаус». Пространство школы имеет все необходимое, чтобы ученицы работали с комфортом, развивая свои навыки. С детства очень хотела шить, заниматься шитьем. Впервые на курсы шитья пошла в 12 лет, потом мне посоветовали школу «Фирдаус». Многие ученицы, выпускницы очень хорошо обучают. Помимо работы в модном доме «Фирдаус», выпускницы имеют возможность выбрать свой путь, создать собственный бренд. Без поддержки своих наставников юные ученицы не остаются. Ислам Ершов, Адам Арсанукаев, Мансур Исмаилов. Неделя. На этом у меня все. До встречи через неделю и хороших вам новостей.